Rusia marah menyusul keterlibatan tentara asing di Ukraina. Mereka tentara profesional berbayar alias tentara bayaran. Jubir Kementerian Pertahanan Rusia, Majen Igor Konasenkov menyebut asal tentara bayaran itu diantaranya dari Amerika Serikat, Inggris Raya, Denmark, Latvia, Polandia, dan Kroasia. Semua serangan oleh tentara bayaran asing dilakukan dengan menggunakan senjata yang dipasok oleh Barat ke rezim Kiev. Kita berbicara tentang sistem anti-tank Javelin dari Amerika Enlow, Inggris Raya, dan sistem rudal anti-pesawat portabel Stinger, yang penggunaannya membutuhkan pelatihan serius, kata Majen Igor dilansir tribuntimur.com dari situs resmi Kemenhan Rusia, Jumat 4 Maret. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, sekitar 16.000 tentara bayaran asing diharapkan tiba di Ukraina. Jumlah ini memperkuat yang sudah ada untuk mengkompensasi kegagalan militer menghancurkan angkatan bersenjata Ukraina. Bagi mereka, rezim bebas visa secara resmi diperkenalkan. Minggu lalu, sekitar 200 tentara bayaran dari Kroasia tiba melalui Polandia dan bergabung dengan salah satu batalion nasionalis di Tenggara Ukraina. Kami mengetahui kedatangan sekitar 200 tentara bayaran Kroasia di Ukraina. Saya ingin menekankan bahwa semua tentara bayaran yang dikirim oleh Barat untuk membantu rezim nasionalis Kiev bukanlah pejuang di bawah hukum humaniter internasional. Mereka tidak berhak atas status tawanan perang. Kami mendesak warga negara asing yang berencana untuk pergi memperjuangkan rezim nasionalis Kiev untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perjalanan, kata Majen Igor. Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжила наступательные действия и взяла под контроль дорожное направление Яровая-Красный Лиман-Приволье. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики провели успешные наступательные действия, продвинулись на 8 километров и взяли под контроль населенные пункты Новокрасновка и Красновка. Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наступление, действуя смежным флангом с подразделениями ДНР, и взяли под контроль населенные пункты Благовещенко, Синяя гора, Петровская, Шевченковская, Сладкая Балка, Ильчинково, Очерватая и Новопокровка. Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими вооруженными силами основных группировок украинских националистов, западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний. Прибывшие на Украину иностранные наемники совершают диверсии, налеты на российские колонны техники и подвоза материальных средств, а также прикрывающих авиацию. Именно они на распространяемых в соцсетях украинскими спецслужбами пропагандистских видеороликах уклоняются от попадания в кадр телефонов якобы местных жителей. Все атаки иностранных наемников осуществляются с применением поставляемого Западом киевскому режиму оружия. Речь идет о противотанковых комплексах «Джавелин», «Нлоу» и переносных зенитных ракетных комплексах «Стингер», на освоение которых требуется серьезная подготовка. Военной разведкой США развернута масштабная агитационная кампания по набору контрактников ЧВК для отправки на Украину. В первую очередь вербуются сотрудники американских ЧВК, Академий, Кьюбик и Дин Корпорейшн. Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины. Командование французского иностранного легиона планирует направить военнослужащих этнических украинцев для помощи киевскому режиму. По заявлению Зеленского, на Украину ожидается прибытие около 16 тысяч иностранных наемников к уже имеющимся, чтобы компенсировать сокрушительные военные провалы украинских силовиков. Для них официально вводится безвизовый режим. Только на минувшей неделе через Польшу прибыло около 200 наемников из Хорватии, которые влились в один из батальонов националистов на юго-востоке Украины. Сегодня в Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве. Военному атташе было указано на незаконную деятельность гражданина Хорватии Дениса Шеллера, участвовавшего в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2015 году и формирующего отряды хорватских наемников для отправки на Украину. Обратили внимание, что нам известно о прибытии на Украину около 200 хорватских наемников. Хочу официально подчеркнуть, все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами,
Они не имеют права на статус военнопленного. Самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, это привлечение к уголовной ответственности. Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистический режим, 7 раз подумать перед поездкой.